Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Все будет ВО» и смотрите свежий выпуск «Суммы событий», обзора интересного и необычного, случившегося в Якутии за предыдущую неделю. Устраивайтесь поудобнее, берите чашку с кофе или чаем. Я претендую на 15 минут вашего времени. Скажу откровенно, неделя вышла, как бы это удачнее подобрать слово, мерзкая. За одну неделю медийную огласку получили 3 события, так или иначе связанные с людьми, которые, говоря суконным языком, совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Или, как их называют в народе, педофилами. Причем вкладывая в этот термин совсем не медицинское значение. Сначала был приговор ленскому чикатилу Андрею Бараусову. Его осудили на 21 год лишения свободы за убийство и изнасилование женщин и детей. Всего было 5 жертв. Затем последовала совершенно дикая история с Айдером Асановым, мерзавцем, который стримил в прямом эфире изнасилование внучки собственной сожительницы. К этому времени его уже искали в связи с растлением ребенка по интернету. Он домогался 8-летнего мальчика. Асанова нашли благодаря неравнодушным людям в сети и участию частных детективов. В настоящее время насильник задержан и дает показания. Третий случай – это случай некоего Василия С., работавшего заместителем главного врача по лечебной работе в районной больнице Среднеколымска. Ранее он уже был осужден за насилие над ребенком, отсидел свое, вернулся, каким-то чудесным образом получил должность замглавного врача и продолжил свое больное увлечение. Под видом медицинского осмотра этот мужчина, какой мужчина, ублюдок, забрал 9-летнюю девочку, проживавшую с бабушкой, из дома, изнасиловал и запугал, чтобы ребенок никому ничего не рассказал. В настоящее время врач-насильник задержан и ждет суда. Ему светит до 20 лет. Будет сидеть! Я сказал. Эти 3 истории кое-что объединяет, а именно нулевая активность уполномоченного по правам ребенка в Якутии Туяры Васильевой. Вообще никакой реакции на события. Последняя информация на сайте детского омбудсмена, она режет ленточку на открытие подросткового пространства. Ни обращение к родителям и педагогам, ни объявление горячей линии для жертв домашнего насилия и просто насилия, ни какого-то собрания школьных психологов, ни запросов в Минздрав, как вообще педофила на работу взяли, ни предложения помощи пострадавшим семьям. Да даже просто свое человеческое отношение выразить можно было бы. Ничего. Пустота. Зато отреагировала другой уполномоченный по правам человека Сардана Гуриева. Помощи пострадавшим или каких-то профилактических мер она также не предложила, зато выступила с популярным у современных чиновников и депутатов заявлением о необходимости вернуть смертную казнь. Это вообще типично для современных российских правозащитников. Что уполномоченных по-всякому, что членов Совета по правам человека при президенте выступать с заявлениями, прямо противоположными сути их институтов. Убивать и наказывать, а не защищать. И поверьте, дело тут не в том, что к педофилам может быть какая-то жалость или какое-то снисхождение. Ничего подобного они не заслуживают. Но смертная казнь – процесс необратимый, в отличие, например, от пожизненного заключения. Если задним числом выяснится, что произошла судебная ошибка, ее уже будет не исправить. Все знают имя Андрей Чикатило. Почти никто – Александра Кравченко. А это человек, которого расстреляли вместо легендарного маньяка. Вы уж извините за такое мрачное начало выпуска. Тема не самая приятная. Сейчас бы вместо того, чтобы обсуждать всю эту мерзость, рвануть на природу, на охоту, чтобы костерок, ружье, хорошая компания. Вот, кстати, компанию надо обязательно выбирать правильно, иначе потом можно сильно пожалеть. Считается, что хорошая компания – крупный солидный чиновник. Если что, он и с охотинспекторами договорится, и владельцы охотничьих угодий права качать сильно не будут, уважить серьезного человека. А если крепко задружить, потом можно обратиться за помощью, вдруг где слово замолвит. Повторюсь, так считается, но не факт. Мы распивали спиртное, пили водку. Трофимов сообщил мне, что он крут, начал хвастаться, что он депутат, работает в Агипе. Также он мне сказал, что я из себя ничего не представляю. Возможно, ему не понравилось, что я езжу на дорогом автомобиле марки Toyota Land Cruiser. Через некоторое время Трофимов куда-то отошел. Спустя несколько минут я получил от него удар по голове сзади, я упал. После меня подняли на ноги 2. Трофимов дал им команду, чтобы они меня держали. После он нанес еще несколько ударов, я потерял сознание. После он сказал мужчинам, чтобы они повернули меня к нему лицом и нанес еще около 10 ударов по лицу. Когда он бил по затылку, сказал мне: «Ах ты сволочь городская, да ты знаешь, кто я? Мне все равно ничего не будет». Это были показания охотника из Якутска Александра Макарова, которому посчастливилось, в кавычках, посчастливилось выпивать в компании Семена Трофимова, не депутата, но руководителя Департамента информационной политики администрации главы правительства. То есть человека, отвечающего за медийное освещение работы первого лица и правительства Якутии. Инцидент доказывает, конечно, что перо сильнее штыка, но не рулит против крепкого кулака и численного превосходства.
Сам господин Трофимов, впрочем, считает, что господин Макарова не метелил. И даже уверяет, что подал в суд на клевету, но при этом первое время от комментариев СМИ, формально своим подопечным, уклонялся с криком «Следствие разберется». Но я ж ни в чем не виноват. Я всегда исправно платил налоги. Да вы не волнуйтесь. Следствие во всем разберется. Следствие, безусловно, разберется. И вообще у нас в стране презумпция невиновности. Но, к сожалению, это не первый и даже не второй скандал, в котором фигурируют крупные чиновники Якутии за последнее время. Например, буквально недели ранее начальника Трофимова, руководителя администрации главы и правительства Георгия Михайлова, обвинили в шантаже и попытке подкупа должностью. Депутат ЛПМН Оксана Михайлова заявила, что ей запретили выдвигаться на праймерис в кандидата от «Единой России», чтобы не переходить дорогу нужному человеку. В благодарность за неучастие в выборах ей предлагали должность советника главы Якутии с зарплатой в 200 тысяч рублей в месяц. Это был пряник, а на случай упрямства имелся и кнут. В противном случае Михайлов угрожал Михайловой, да, бывает такое, отнять кресло председателя регионального отделения «Движения первых», к которому она прикипела всей душой. Твоя душа моя. Кстати, про должности. Про должности, которые можно получить не благодаря профессиональным и деловым качествам, а взамен на некие услуги или даже денежные суммы. На прошлой неделе, 25 мая, 9-й кассационный суд во Владивостоке окончательно отказал в исковых требованиях Марьяне Марковой, бывшему первому замминистра образования Якутии. А до того руководителю контрольно-ревизионного управления КРУ мэрии Якутска, тогда еще мэром был С.Н. Николаев. Госпожа Маркова подавала в суд на газету «Якутск вечерний», обвиняя издание в нанесении ущерба своей деловой репутации из-за статьи о том, как она, Марьяна Валерьевна, заплатила 600 тысяч рублей мошенникам, выдававшим себя за помощников важного федерального чиновника, который помогал в трудоустройстве на более крутую должность чиновникам региональным за скромную мзду. Вот это поворот! Осознав, что ее обманули, замминистра Маркова так расстроилась, что пошла в полицию и написала заявление о явке с повинной за попытку получить должность через коммерческий подкуп. Ой, простите, о чем это я? Она написала заявление о том, что стала жертвой мошенников, где изложила предысторию этих событий. Что интересно, в первоначальных ее показаниях фигурировала фраза о том, что мошенники заявляли, будто выполняют указания Айсена Николаева, главы Якутии. В последующем госпожа Маркова утверждала, что будто таких показаний не давала, а обманувшие ее люди на самом деле не мошенники, а курьеры. Курьеры крутой аудиторской фирмы из Москвы, куда она собиралась устроиться. Фирма настолько крутая, что не доверяет электронной почте, электронным подписям, факсам и прочей технике. Только живьем, только курьеры. Увы, к тому времени история уже получила огласку. Надо сказать, служебная проверка управления по борьбе с коррупцией при АГИП в действиях Марьяны Марковой ничего предосудительного не нашла. И в историю с курьерами там честно поверили. Как поверили и якутские суды, поначалу принимавшие сторону чиновницы. Лишь после долгих тяжб, разбирательств во Владивостоке в этом деле удалось поставить правильную точку. Эти моменты отсылают нас к крикам про «Следствие разберется» и сюжета со Степаном Трофимовым и охотником Макаровым. Становится понятно, почему в будущей версии следствия участник инцидента готов верить больше, чем своей памяти по горячим следам. Еще наговоришь лишнего, а бедному следователю потом сиди, отмазывай, сшивая все белыми нитками. Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже. Ну а что до дальнейшей карьеры Марьяны Марковой, то когда суды начали выносить решение в пользу газеты, подтверждая, что де-факто попытка покупки должности все же была, ее просто уволили, без шума и пыли. О, про пыль. Это еще одна история недели. Давайте по порядку и немного издалека. Вот в буквальном смысле издалека, с окраины Якутска, с птицефабрики. Не знаю, видели ли вы пафосную проходку мэра Якутска вдоль детской площадки в этом районе. Если не видели, то рекомендую насладиться. У вас территория там на сколько квадратных метров? Вы ее убраться не можете. Это что такое? Посмотрите, вот бардак. Есть что 7-й дом? Поменяйте управляющую компанию, не умеет работать. 7-го дома? Это что такое? Вы когда последний раз подметали? Заявление главы Якутска о том, что в городе яростно подметают, вызвало глубокое недоумение. И даже не тем, что птицефабрика это вроде как тоже город. Означало другое, а собственно где подметают? И кто подметает? Единственный дворник, которого на улицах видят регулярно, тот, что из бронзы возле кинотеатра «Центральный». Впрочем, через какое-то время после визита мэра на птичку на улицах города все же появилась пылеуборочная техника. Результатом ее работы стали пыльные облака, плавно перемещающиеся вдоль улиц. Жители, обрадованные такой заботой, начали писать мэру столицы в личные аккаунты, спрашивая, почему борьба с пылью такая пыльная. И получили исчерпывающий ответ. Мэрия Якутска. При уборке песка с дорог всегда будет пыльно. Прицепная вакуумная установка «Скандия» оборудована механизмом подачи воды.
Предусмотренный технологический расход воды не может промочить весь слой смета. Кроме того, пыль слетает из ленты транспортера. Для уменьшения толщины смета предварительно ведется уборка прибордюрной части вручную. По секрету для профессионалов-коммунальщиков, не всегда. Особенно если хоть немного думать головой и правильно организовывать процесс. Толстый слой смета, который не промачивается уборщиком, говорит о двух вещах. Во-первых, о крайне резкой уборке улиц, позволяющей скопиться слишком большому количеству грязи и песка, а значит просто убирать надо чаще. Во-вторых, о том, что технические ограничения обходятся применением дополнительного ресурса. До первой проходки той же Скандии достаточно было пустить вперед поливщик, чтобы он хорошо промочил поверхность. У него нормирование расхода воды повыше будет. К слову, именно так поступают, когда по городу Якутску ездит глава республики, чтобы Асан Сергеевич пылью не дышал. Пускает вперед правительственные машины поливщик. 25 мая. Все ждут приезда Николаева и Сан Сергеевича. Приехала техника, пришли люди убираться. И даже приехала поливальная машина. Поливают дорогу, чтобы не было пыли. Для нас, для обычных граждан, это не делали все это время. А для нашего главы тут же приехали все. Возвращаясь к видео с эпичной проходкой мэра. Это вообще фишка нашего градоначальника. Пафосно шагать вдоль каких-то объектов с проверкой. Вот вам еще один видос в коллекции. К сожалению, подтверждения тому, что такие проходки качественно влияют на объекты работы, у нас нет. Потому что вчера мэр гуляет вдоль показательно подготовленной к его визиту площадки, выговаривая за пыль под бордюром, а сегодня жители шлют на почту вот такие вот фото с новеньких площадок, крича от возмущения: «Разве мы такого заслуживаем?» Детство, детство, ты куда ушло? Где уютный уголок нашло? Детство мило, вам не догнать, остается с грустью вспоминать. Это были фотографии площадки по улице Жарницкого, заказчиком которой выступала НКУ, муниципальное казенное учреждение Главстрой, а строила компания ООО «Саха-Капитал», которой Евгений Григорьев благоволит еще со времен своего заммэрства. Но это отдельная история, мы ее еще расскажем. А пока вот экспертный ответ, который озвучила главный специалист Главстроя, обладатель награды «Гражданская доблесть» Раиса Корзонова. Сразу оговорюсь, что стиль и манера изъясняться главного специалиста настолько специфичны, что нам пришлось сохранить авторские пунктуацию и орфографию полностью, дословно. Вам языком трясти. Сами за собой жильцы у своего дома под окнами научились бы не мусорить. Пчать с этого. Насчет пиления пилить не дают. Тут же контрольно-счетная палата плюс прокуратура проверяют каждую копейку. И научите детей не ломать то, что делают вам жильцам. Они по 3 большие дылды на кассере лазят. Там инфостенд есть, с какого возраста на чем качаться и играть. Работы делаются. Подрядчики делают, и с вашей стороны тоже менталитет менять мы как жильцы должны менять. Не все сразу делается за один день. Подрядчики ремонтируют и устраняют, а в других адресах качели уж точно не подрядчик сломал, а дети сидят по 5. Вам лишь бы худое про все говорить. А раньше вам город что-нибудь делал, как сейчас? Раньше 7 лет назад что молчали? Сейчас много делается для нас, горожан, если сравнивать с теми годами. Тем более 16-й квартал. Увы, фотографии чудесной площадки к этому времени попали в прокуратуру, и через какое-то время последовал второй раунд экспертных объяснений от НКУ Главстрой, но уже от других представителей учреждения. На сей раз получилось более понятно, но не факт, что более убедительно. Даем комментарии по распространенным в социальных сетях фотографиям, где были запечатлены работы по устранению ранее выявленных совместно с заказчиком управы и строительного округа и подрядчиком замечаний. Немалая часть интересных событий минувшей недели, увы, в наш обзор не попала. Увеличение хронометража выпусков требует дополнительных затрат времени и усилий, а потому прямо зависит от интереса аудитории, то есть от вас. Активнее делитесь видео в своих социальных сетях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и наша сумма станет толще, а сюжета будет вмещать гораздо больше. С вами был Виталий Обедин, увидимся на следующей неделе.